Точный удар в правый нижний угол. Счет 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед. На киберспортивном турнире по футболу все как в настоящем футболе. Разница лишь в том, что два игрока с джойстиками управляют 22 футболистами на виртуальном поле. Манчестер в атаке. Навес получился точно в дальней штанге. Стереотипное мнение о том, что все, кто увлекается видеоиграми, ничем не заняты, можно легко развеять на примере Апти Мазиева. Парень успешно совмещает работу и параллельно уже 5-й год играет в виртуальный футбол, в том числе и на киберспортивном уровне. Сегодня удача не на его стороне, но и это не самое главное, уверен Апти. Приехал на турнир с желанием победить, конечно, но соперники оказались сильные, и посредством чего первый матч я проиграл и из сетки, к сожалению, выбыл. Но думаю, что такие турниры нужно проводить чаще, дабы молодежь не ютилась дома там, в одиночку, а хотя бы как-то там общалась со своими сверстниками, даже посредством данных турниров. Киберспортивные баталии развернулись в одном из игровых клубов Назрани. Участники одновременно играют на нескольких приставках, и в соседней комнате также идет нешуточная борьба за выход в следующий этап турнира. Уже к концу матча счет на экране 2-0. Судья дает финальный свисток, победитель делится секретом успешной игры. Матч прошел весьма напряженным. У соперника была просто стандартная защита, это уже основной ключ к победе. Первое, что я сказал бы, это, наверное, характер, потому что многие после первых двух пропущенных голов сразу сдаются. Это раз, это и, наверное, тактическая защита все же. Она очень играет важную роль. В кибертурнире по футболу принимают участие 16 игроков со всей республики. Играют по системе на вылет, пока в финале не сойдутся самые опытные участники. Это не первые соревнования, организаторами которого является Комитет по делам молодежи республики. Цель – развить этот вид спорта в нашем регионе. К сожалению, именно в данном направлении мы немножко отстали от других регионов. Поэтому мы считаем, что нужно наращивать обороты, развивать данный вид спорта. Как мы знаем, недавно команда сборной России выиграла международный турнир по Доте 2. И чтобы было понимание, там призовой фонд 18 миллионов долларов. То есть этот вид спорта один из самых популярных в мире. Поэтому считаем, что нам тоже нужно оставаться в тренде и быть впереди всех. Лучших фиферов, именно так называют игроков по игре в футбол, отметят грамотами и ценными призами. В дальнейшем будет создана команда киберспортсменов, которая будет принимать участие как на российских, так и на международных турнирах. Михаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24.